Мария. Позвольте вам представить результат двухдневной работы нашей группы, которая обсуждала вопросы, относящиеся к проблеме формирования общероссийской идентичности. Наш проект называется «Союз лидеров народов России», и этот проект мы предлагаем реализовывать под девизом «Народы России – сила страны». В чем мы видим на сегодняшний день основные проблемы, на которые нужно обратить внимание? Проблемы, которые мешают формированию общероссийской идентичности. В первую очередь, это формальное отношение к национальной идее, низкий уровень гражданской ответственности нашего населения и формальный подход к патриотическому воспитанию. Анализируя все это, мы предлагаем вот такой визуальный, так скажем, логотип нашего проекта, который мы представим от группы. Долго не думали, потому что, в принципе, патриотизм там сидит еще с постсоветских времен. Хлеб и хлеба-горбушку иду пополам всегда встречают хлебом с солью. Рушник всегда, когда приходят гости любой национальности, или что мы раскрываем скатерть, стелим стол, угощаем, это всегда гостеприимство. Радуга, мы хотели человечков 4 расы, но решили не акцентировать, то есть это будет какой-то солярный знак, в принципе можно его доработать уже впоследствии. Радуга, вот это символизирует множество народов. И вот здесь российский флаг, цвета, здесь ленточки должны быть. Вот таким образом. Значит, общая миссия нашего проекта, в первую очередь, это, опять же, формирование общероссийской идентичности и укрепление духовной общности народа. Задача, которую мы ставим перед нашим проектом, это разработка механизма и условий для реализации данной миссии. События. Давайте посмотрим, что мы можем сделать вместе всем нашим сообществом. Учитывая то, что задача глобальная, поэтому участниками нашего проекта, для участия в нашем проекте мы предлагаем общественные организации, то есть национально-культурные объединения, представителей всех уровней власти, федеральных, региональных, муниципальных, Министерства образования, культуры, молодежной политики, Минрегионразвития и Минэкономики. Также мы предлагаем включиться в наш проект представителям бизнеса. Первое событие, первый блок событий – это проведение различных мероприятий. В первую очередь, это соцопрос для выявления общенациональной идеи. Что вообще в целом россияне думают, какой она должна быть, эта общенациональная идея, которая нас объединит и сформирует наши общероссийские ценности, поможет нам сформировать общероссийские ценности. Затем проведение творческого проекта «Национальная идея», который нам позволит визуализировать символы и образы, то есть это и спектакли, и кинофильмы, и различные другие творческие проекты, и фестиваль этих проектов в регионах, а впоследствии проведение национального фестиваля, где будет проведена и научная экспертиза, и на основе материалов победителей этого проекта, победителей фестиваля мы разрабатываем учебно-методическую базу для всех уровней образования, начиная с детского сада, заканчивая программой повышения квалификации, в том числе для наших иностранных гостей, для наших мигрантов, которые проживают на территории России, не только для народов, постоянно проживающих на территории России. И мы создаем проектный союз лидеров народов России. И Союз лидеров народов России, эта проектная группа, разрабатывает самый главный результат. Это государственная программа по формированию общегражданской идентичности. Наш проект рассчитан на 3 года, 14, 15, 16, 17 год. Ресурсы мы рассчитываем на бюджеты всех уровней, государственно-частное партнерство, гранты всех уровней и на территориальные ресурсы. Информационный поток, опять же, это и использование визуальной, интернет-рекламы, рекламы в соцсетях, формирование сайта проекта, который будет в динамике отображать развитие проекта. Мы, как правовое поле, для себя пишем это разработку утверждения государственной программы, и ожидаемый результат в ходе реализации программы – это этнокультурное воспитание нашего населения, повышение развития навыков межкультурной коммуникации, обучение гражданственности, обучение законности и экономическое образование. Мы очень надеемся, что этот проект найдет отклик в ваших сердцах, и те проекты, которые сегодня будут представлены, вполне вероятно войдут как часть государственной программы, которую мы предлагаем. Спасибо огромное за внимание, мы будем рады ответить на вопросы.
Тогда спасибо. Следующая группа. Следующая команда. Кто будет? Команда. Всем здравствуйте. Меня зовут Кулакова Юлия, я из Ижевска. Я хочу представить нашу команду, с которой мы работали. Мы разрабатывали проект национальной деревни в городе Ижевске, который будет представлять ряд подворий национальных сообществ, расположенных на территории набережной Ижевского пруда, что очень символично. На набережной у нас монумент дружбы народов. В чем проблематика территории Ижевска? Ижевск – город-завод, промышленная территория, так исторически сложилось. И на сегодняшний день жители города Ижевска теряют свои корни, теряют свою национальную идентичность, теряют свою материальную и нематериальную культуру, просто потому что приоритеты в городе расставлены вот несколько иначе, да, расставлены в пользу промышленного оружейного производства. Ижевск – многонациональная территория. И прекрасный Дом дружбы народов объединил национальные сообщества. Но, к сожалению, в городе отсутствует доступная, открытая, аутентичная площадка для реализации проектов этих национальных сообществ. Сейчас на базе Дома дружбы народов будет сформирован ресурсный центр. Этому центру тоже нужно будет где-то реализовывать свои проекты, связанные с формированием аутентичности и гражданской общности народов России. Я думаю, что в Ижевске есть все условия, чтобы создать такую площадку. Есть территория, есть ресурсы, люди, заинтересованные лица, есть национальные культурные сообщества, которые готовы в этом участвовать, я думаю. Задачи, которые будет решать данный центр. Во-первых, это будет открытая площадка для активного, свободного взаимодействия разных культур. Не только удмуртов, русских, татар. Культур много в нашем городе. Далее мы надеемся, что этот центр привлечет туристов зарубежных, туристов, которые приедут из других регионов, финно-угорских туристов, приедут в Ижевск, посмотреть, что интересного есть в городе Ижевске. Оказывается, это не только оружейники, это еще богатая культура, богатое наследие. Но этот центр будет деревня будет способна к сохранению, передаче материального и нематериального культурного наследия подрастающим поколениям. Что передадим мы своим детям? Да? Можем передать наше большое духовное богатство, которое хранят жители города Ижевска. Ряд мероприятий обозначу по дорожной карте. На подготовительном этапе. Основной момент – это привлечение человеческих ресурсов, создание координационного центра. Я думаю, он будет создан с поддержкой ресурсного центра на базе Дома дружбы народов. Нужно решить ряд вопросов, связанных с документацией, с оформлением территории набережной, со взаимодействием с органами власти, с бизнесом. Следующий момент очень важный – формирование общественного мнения. Необходимо спросить у жителей города Ижевска, а нужен ли этот проект? Нужен ли жителям города Ижевска проект? Мы предполагаем, что будут общественные слушания для того, чтобы получить общественное мнение. Работа со СМИ через интернет-порталы, через статьи в газетах и так далее. Немаловажный момент – благоустройство территории следующим пунктом. И как финал проведение фестиваля национальных культур на территории набережной и символическая закладка деревни в виде символического камня. Такой подготовительный этап. Уважаемые коллеги, проект предполагает подготовительную работу, все согласование с органами власти, с коммерческими структурами. И потом уже жизнеспособность этого проекта подразумевает протяженность во времени по его окончании. А развитие этого этнографического комплекса, культурно-этнографического, может длиться годами, десятилетиями, и каждая представленная национальность будет энтузиазм свой проявлять в благоустройстве и строительстве своих подворий. То есть это очень может быть продолжительный и жизнеспособный проект на промежутке, очень большом промежутке времени. Всем. Символика Даунбреда. Мы выбрали большое колесо, которое может быть символом объединения разных национальных сообществ. Вот. Крылатые птицы Удмуртской республики, мирный символ, символ мельницы, символ вечного движения жизни,
солнечный солярный знак, который объединит все сообщества на территории города Ижевска. Давай сюда вопрос. Спасибо большое за презентацию. У меня такой вопрос. Какая особенность именно вашей национальной деревни от имеющейся сегодня в Удмуртской республике национальной деревни Удырвай? Мы еще раз хотим акцентировать внимание на том, что это полиэтническая будет деревня. Подворье, начиная русское подворье, армянское, азербайджанское. Вот вчера прозвучало, давайте улицу назовем азербайджанскую. Можно, учитывая опыт уже других регионов, Саратов, Оренбург, существующих подворий, сделать лучше, сделать образец подворья, потому что каждое подворье, энтузиазм, у нас азербайджанцы камень привозили с Азербайджана, построили абсолютно идентичную башню плача в Саратове. Бакинскую повторили башню. То есть энтузиазм, каждое национально-культурное объединение будет проявлять энтузиазм в строительстве своего подворья. Спасибо. Это полиэтническое, это не именно удмуртское имеется в виду. Национальное подворье. Давайте. Спасибо. Вы знаете, у меня даже не столько вопрос, сколько репликов. Мне кажется, во-первых, идеи национальных деревень, они во всех регионах прорабатываются. Но не во всех. Ну, во многих, скажем, да. С другой стороны, мне кажется, не очень удачно выбрана территория, опять же, набережной. Вот идея поиска места, она противоречит с другой идеей, с идеей вообще историко-культурного наследия города Ижевска, как памятника города-завода, который формировался вокруг завода, водоема, собственно, и вся территория и объекты, находящиеся здесь, представляют историко-культурное наследие, и в перспективе этой территории рассматривается как историко-культурный ландшафт с группой памятников, имеющих совсем другой характер ценности, да? Вот, и поэтому, я думаю, в этом контексте вот поиск вот этого места как набережной, во-первых, это деревня в городе, само по себе немножко противоречит. Может быть, вы хотите наполнить каким-то содержанием уже другую набережную, для которой, территорию набережной, для которой сейчас разрабатывается совсем другой параллельный проект, может быть, просто представители этой группы не очень в контексте происходящего. С другой стороны, действительно, может быть, это будет в какой-то мере противоречить идее формирования таких вот этнических, что ли, усадеб, которые сегодня разрабатываются, входят в концепцию длительную очень историко-этнографического музея-заповедника Удырвай, но не национальной деревни. Да? Понятно, что здесь задача рассказать и о других народах, которые появляются на территории республики во второй половине 20 века. И мне кажется, может быть, да, идея хорошая, но может быть поиск места, проработка отдельных ее направлений, подождите, я договорю, она все-таки, в общем-то, требует некоторого такого продумывания принципиального. И мне кажется, для разработки этой идеи дальнейшей вам нужно очень серьезное экспертное мнение, проработка этнографического контекста в каждом случае. Это не просто придумать и внедрить. Да? Я думаю, что коллеги, которые на своих территориях делали подобные проекты, они знают, что здесь все-таки экспертное мнение, экспертное заключение, профессиональное, и представители национальных сообществ, научного сообщества должны быть максимальные. И бизнес-расчеты. Коллеги, все-таки по регламенту. У нас просто сейчас вопрос и ответ. Все ваши размышления потом. Хорошо? То есть мы слушаем либо их, либо вас. Поэтому вопрос. Сейчас, а можно, вопрос, ответ. А можно представиться? Меня зовут Елена Попова, я этнограф, научный сотрудник Удмуртского института истории языка и литературы Уральского отделения РАН. Не знаю, я еще представляю, наверное, телевидение, поскольку там работаю с начала 90-х. Да. Ну, то есть это был не вопрос, это было предложение присоединиться в команду. Нет, это не критика, просто вам в качестве. Я благодарна Елене за этот вопрос, я отвечу, почему набережная. Дело в том, что набережная действительно у нас уникальное пространство в городе Ижевске. Набережная – это центр отсчета города, это культурно-историческое пространство. Знаете, там пласты истории. И на набережной представлена не только история города Ижевска как промышленного центра, находятся культурно-исторические объекты более глубокие. Наверняка вы знаете, а может быть нет, что на набережной у нас находится археологический памятник про удмуртов, Ижевский могильник, который находится сейчас под угрозой исчезновения.
Уважаемые коллеги, тоже вопрос хороший, но нам не надо ничего думать за национально-культурные объединения. Они сами будут проявлять творчество в создании своих подворий. Нам не надо за них в это выдумывать, понимаете? И учитывая опыт других регионов, в Ижевске может быть лучше, постоянно действующий туристический комплекс. Комплекс, где может познакомиться с национальной кухней различных народов и так далее. И не надо за них... Спасибо. Спасибо. Коллеги, сейчас, одну секунду. Что мы с вами увидели? В общем-то, цель коммуникации была достигнута. Да? Презентация вызвала из зала реакцию и желание присоединиться. Все, спасибо. У вас был вопрос. Вернее, вопрос сначала. Этот проект будет направлен на это культурное воспитание, да, населения. Мы предлагаем этому проекту стать одной из частей государственной программы, которую мы предложили в своем проекте. Спасибо. Команда, давайте. Андрей. Информации, эксперты. Наша команда – это мы, сотрудники Дома дружбы народов, которые работают в муниципальных образованиях Удмуртской республики с национально-культурными объединениями. Наша работа сподвигнула нас к написанию проекта «Россия. Мой этнодом». Создание виртуального пространства для формирования общегражданской идентичности и этнической самоидентификации. Мы выявили проблемы, и они есть. Это отсутствие виртуального пространства для НКО, где они могли бы получить правовую помощь, методическую помощь, узнать о себе и рассказать. Это первое. И второе, необходимым видим образовательный портал для молодежи, для детей, для мигрантов, где можно будет познакомиться с культурой, традициями народов, проживающих на территории Российской Федерации. Исходя из этого, у нас появились такие следующие задачи. Это система обучения, обучающих семинаров для НКО, лидеров и их активистов, организация информационного и культурного взаимодействия НКО, межрегиональный обмен опытом, а также создание информационно-культурного пространства в молодежной среде. В проекте нашем есть и дорожная карта. В двух словах можно сказать так, что проект за эти 6 лет проходит 3 этапа. Первый этап – региональный. Мы начинаем здесь, у нас. Второй этап – проект переходит уже в Приволжский федеральный округ, охватывает ПФО. Затем на третьем этапе проект перерастает во всероссийский. Дорогие друзья, что мы ожидаем от нашего проекта? Во-первых, у нас к 2015 году у нас будет работать сайт etnodom.ru. Будет создан банк данных для всех НКО Удмуртской республики. И у нас будет команда. К 2016 году мы выиграем грант Минэкономики Удмуртской республики, запустим сайт ПФО, и у нас будет выстроена работа с ресурсным центром ПФО. Ну и к 2020 году что мы ждем? Что у нас будет? У нас будет действовать виртуальная площадка «Россия. Мой этнодом». Будут такие разделы «Все для НКО», будет образовательный портал и виртуальный этнотуризм. Дорогие друзья, мы призываем вас, чтобы любить Россию, надо ее знать. Спасибо. В заключение хочется сказать, что если будут созданы ресурсные центры, то наша идея по созданию виртуального пространства «Россия. Мой этнодом» будет главным помощником. И еще хочется сказать большое спасибо нашему координатору Ольге Витальевне за работу с нами и организаторам. Спасибо за внимание. Коллеги, не напрягайтесь, даже может вопрос есть. Нет? Нет вопросов. Да, пожалуйста. Николай Адвокат, ответственный редактор. А почему такие сроки далекие? Мне кажется, по объему работы можно за год это все уместить.
20-й год как-то очень далековато. Спасибо. Нет, я имею в виду, почему сроки, обоснуйте, почему сроки такие. Вы знаете, мы очень рады, что вы откликнулись, и поэтому, сотрудничая с вами, мне кажется, за 2015 год мы можем реализовать этот проект. Спасибо. Следующая команда. Что у нас следующий? Пока коллега решит плакат, я хотела бы попросить подняться своим. Нашу команду, а всех присутствующих поаплодировать. У нас была действительно уникальная команда. 7 регионов работала в нашем дружном коллективе, и мы решали задачу довольно глобально. И получился проект под названием «Ресурсный центр». Представимся: Анна, Сагит, Татьяна. Можете обращаться к нам по имени. Итак, проект «Ресурсный центр» был направлен на решение одной глобальной большой проблемы, стоящей перед обществом. Проблема – это гармонизация межнациональных отношений. Это проблема, которая вообще напрямую связана вообще с безопасностью России. Советский Союз во многом распался из-за нерешенности межнациональных. Это не единственная была проблема, но одна из основных проблем. Поэтому гармонизация межнациональных отношений является проблемой такой, которую решать надо всегда и вечно. То есть срока у этого проекта нет. Дело в том, что нельзя решить межнациональные отношения окончательно. Это проблема, которой, как мы дышим всегда. Вот это как дыхание. То есть это та проблема, которая должна всегда быть в центре внимания, которой нужно заниматься постоянно. Спасибо. Я думаю, мы вас убедили в актуальности. Далее, целевая аудитория. Это национально-культурное объединение, учреждения образования и культуры, государственные и силовые структуры, средства массовой информации и бизнес. То есть практически все те, кто участвует сегодня в процессе так или иначе совершенствования государственной национальной политики и реализации, только объединены они будут именно вот в такой новой форме — ресурсный центр. Команда, создающая ресурсный центр, в первую очередь это актив НКО. Затем будет создана оригинальная структура, попечительский совет ресурсного центра, которая включит в себя представителей бизнеса, лидеров общественных мнений и представителей власти, которые будут определять направления актуальные и строить взаимодействие с остальными структурами. Затем потенциально проект перерастает при условии финансирования, при условии либо получения грантовой поддержки, либо создания системы федерального бюджетного учреждения на постоянную бюджетную основу, и тогда есть возможность делать наемный аппарат для работы ресурсного центра. Мы предлагаем следующие формы работы. Во-первых, создание информационного портала для целевой аудитории. И в этом плане мы готовы сотрудничать с представителем предыдущего проекта. Я думаю, совместно у нас получится положительный результат. Далее мы предлагаем организовать ярмарку социальных проектов, где возможна реализация проектов любого представителя целевой аудитории и учреждения образования, и НКО, культуры и так далее. Привлечение инвесторов к решению социально значимых проблем, получение грантов. И следующая форма работы, которую мы предлагаем, это различные формы методической работы. В частности, методическая помощь НКО, организация работы с детьми разного возраста, поддержка в методическом плане любых мероприятий, любых организаций, которые занимаются решением межнациональных проблем. Следующее – это межнациональные мероприятия, которые объединяют различные народы, форумы, конференции, другие форумы могут быть. При разработке этого проекта использовался и будет использоваться опыт
опыт Татарстана, где многие элементы вот этого проекта уже реализованы. Этими проблемами у нас в Татарстане начали заниматься с 1992 года. Там существует ассамблея народов Татарстана, дома дружбы народов. И многие элементы этого проекта вообще уже опробованы. То есть есть определенный опыт решения этой сложной и важной проблемы. Сагит несет опыт, связанный с Татарстаном, а те 7 регионов, которые работают в нашей команде, будут носить опыт всех регионов, с которыми мы сегодня взаимодействуем. Все, спасибо. Рада ответить на ваш вопрос. Коллеги, вопросы? Этносы для вас ресурсы или взаиморесурсы? Этносы – это ключевой партнер работы ресурсного центра. Взаиморесурсы, да? Если я правильно понимаю термин, то, пожалуй, да, взаиморесурсы. Подумайте над этим. Да, спасибо. Спасибо. Еще? Есть? Нету? Нет. Спасибо большое. Спасибо. Следующий команда. Да-да-да, мы уже идем. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ерудин Юрий Васильевич. Я представляю Ассамблею народов Самарской области. Со мной презентацию нашего проекта будет делать Петриченко Артем Юрьевич. Он ведущий методист Дома дружбы народов Ижевской республики. Я прошу встать нашу команду. Прошу прощения, Удмуртской республики, да. Прошу присесть. Всего у нас было 10 человек. Это представители Удмуртии, Кирова, Марий-Эл и Самары. Наш проект называется «Национальный герой нашего времени». И одна из проблем самых глобальных для нашей и этнической истории, и межнациональных отношений современной Российской Федерации состоит в том, что представители наших народов, и русские, и удмурты, зачастую не знают своих героев своего эпоса, героев периода Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации и современных героев на уровне района, города, села, республики и всей Российской Федерации. И чтобы решить эту проблему, мы поставили определенные цели и задачи, о которых рассказывает Артем Юрьевич. Спасибо. Цель нашего вообще проекта – это сформировать принципы идентификации, то есть определения россиянина, для создания положительных образов национальных героев и системы мотивации быть россиянином. Задачи, которые мы выделили, всего их 3. Первая из которых – это принятие федерального закона об идентификации россиянина и целевых программ, то есть федеральной, региональных, местных, о формировании образа россиянина на территории всей Российской Федерации. Вторая задача – это создание системы мотивации быть россиянином. Ну и третья – создание положительных образов национальных героев. Следующим этапом был у нас уже непосредственно более расписан наш код проекта. Василий сейчас расскажет подробнее. Значит, видите, у нас проект как бы из общественного может выходить на поддержку государства и, в принципе, решается только, наверное, при решении каких-то законодательных актов на уровне Российской Федерации, возможно, на уровне субъекта или местного самоуправления. Первый блок, связанный с событием, мы предлагаем провести социологический опрос общероссийский, репрезентативный, то есть проверенной выверкой, сделать опрос не менее 1000 человек экспертов по этой тематике, провести даже общероссийскую конференцию по определению, кто же такой настоящий россиянин и как им стать. И проведение вот этих 3 акций, опроса, общероссийского опроса экспертов и конференции должно выйти на проект, на подготовку к закону проекта и потом проекта государственной целевой федеральной программы формирования образа россиянина на период 2015-2020 годов. И в рамках этого же мы видим основные направления, в чем может принять каждый россиянин, представитель всех народов. Это поиск в этносе известных героев, то есть это или фольклорные герои, или реальные герои, но уже мифологизированные. Второе, поиск в архивах в период действия Российской империи, Советского Союза или Российской Федерации героев, представителей различных этносов нашей державы.
И третье – определение национальных героев на самых различных и современных уровнях, начиная от мисс Удмуртия, там, лучшие семейная пара, лучшие работник по профессии и так далее. То есть самые различные виды на уровне села, поселения, города, района, субъекта федерации и всей России. Второй блок, связанный с ресурсами, мы видим в том, что это могут быть бюджеты местные, федеральные, региональные, различные гранты, благотворительные взносы, пожертвования. И здесь же мы видим в том, что должны быть подтянуты человеческие ресурсы, и видим блок стыковки с ресурсными центрами, это их техническая, организационная и иная база. Среди человеческих ресурсов мы видим в первую очередь это активисты Ассамблеи народов России, волонтеры, в первую очередь, наверное, студенты, представители различных молодежных национальных отделений и различные активисты национальных культурных организаций. По территории, значит, это 3 уровня. Можно реализовывать на уровне местном, в любом поселении, городе, районе, на уровне субъекта и на уровне федерации. По информационному потоку мы видим привлечение всех уровней, то есть это электронные, печатные СМИ и, возможно, даже создание своего интернет-ресурса, портала, проведение рекламы проекта. Здесь тоже мы хотели видеть поддержку наших ресурсных центров. И издательская деятельность, научно-популярная деятельность, потому что когда мы найдем героев, то мы должны их осветить, их деятельность, сделать их настоящими героями, делать их видеоконференции, или не видеоконференции, видеопрезентации об этих героях, издавать различные плакаты и так далее. И в ходе работы над проектом мы уже сделали 3-4 эскиза проектов, связанных с тем, чтобы народ знал своих национальных героев и стремился стать новыми современными героями. И как ожидаемый результат, это мы заканчиваем на федеральном уровне принятие закона и программы, на региональном уровне принятие программы, на местном уровне принятие исполнения районных городских программ. В виде схемы мы сейчас покажем вам. Основа — это поиск и находка национальных героев всех народов Российской Федерации. Далее создание системы мотивации через федеральные и региональные законы и федеральные и региональные программы. И в целом формирование собираемого образа общероссийского национального героя, то есть когда мы должны мотивировать все слои населения, знать родной язык, культуру, не курить, вести здоровый образ жизни, разбираться в политике, в спорте, быть красивыми и так далее. Спасибо. Коллеги, вопросы? Да, пожалуйста. Лебедев Андрей, город Глазов, Русское общество, также независимый журналист. У меня вопрос. Предложение, в общем, хорошее, замечательное, но по событиям Украины мы видим, что национальными героями вдруг становятся Гитлер, Хунт, Бандера. Что нужно сделать так, чтобы в России не повторилась ситуация с Украиной? Ну, прежде всего, надо знать историю. Вы, наверное, не все знаете, что начиная с 1991 года учебники советские на Украине были переписаны, и там была формулировка, что в годы Великой Отечественной войны Бандера со своей армией, украинской повстанческой армии, освободила территорию Западной Украины от гитлеровцев и от Красной армии. Соответственно, у населения и молодежи Украины формировался образ, что это было независимое государство, хотя оно существовало всего 17 дней с 22 июня по 7 июля 1941 года. Соответственно, если мы будем знать свою историю, то таких переворотов не будет. И второе, мы это прорабатывали, здесь не написано, идет сильное влияние наших недругов и с востока, и с запада, и, соответственно, надо действовать контрпропагандистские, разоблачать различные происки, искажения истории, потому что нам навязывает образ такой, что Сталин и Гитлер — это одинаковый вред, и что армии коллаборационистов, так Власов, Бандера и так далее, они боролись не против фашизма, а против Сталина, и идет искажение нашей истории, соответственно, навязывание других стереотипов. Поэтому с этой целью надо вести очень массированную такую пропагандистскую работу, направленную на профилактику, так скажем, фашизма, неонацизма и так далее. Спасибо. Еще был вопрос? Девушка хотела задать вопрос. Да, где хорошие герои объединяют, но все-таки критерии какие? Герои это все-таки или антигерои? Вы каких предлагаете? Конечно, мы героев должны искать. Критерии-то какие? А критерии, вот в результате этого проекта мы должны вместе с вами определить, какие критерии. Общие я сказал, что человек должен знать свой родной язык, культуру, не стесняться говорить в удмуртском, на удмуртском языке, чувашском, чувашском, ну и вообще на территории всей страны у нас все языки равны. Мы должны выработать критерии, начиная, может быть, с местного сельсовета, завершая общероссийским уровнем. Когда будут сделаны критерии, то будем стараться жить уже, чтобы в потенциале каждый наш человек стал героем. Я поясню, коллеги. Проект
для представителей СМИ. В нашем понимании проект — это, в общем-то, живой организм, у которого нет такого, что мы там фундамент заложили жесткий, и потом с этого фундамента никуда не отступаем. В том и смысл, что мы привлекаем новых людей, новых участников проекта, и они помогают развиваться проекту. Все. Спасибо. Нашей проектной сессии. Очень рад видеть новые лица. А сейчас наша группа под названием «Молодежь». Хотел бы ее представить, если можно. Встаньте, пожалуйста. Защищать наш проект будет Александр и меня зовут Тимур. Название нашего проекта — это Молодежная ассамблея народов ПФО под названием «Мы россияне». Цель нашего проекта — это создание молодежной ассамблеи народов ПФО. Да? Почему мы поставили такую цель? Потому что у нас сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что не во всех регионах ПФО есть такая молодежная организация, которая объединяет несколько национальностей и ведет межнациональную деятельность. Вот. И исходя из этого мы ставим следующие задачи. Мы должны сначала провести мониторинг молодежных национальных организаций в регионах, сохранение обычаев, традиций, языков, культуры, проживающих на территории Приволжского федерального округа. Также у нас идет гармонизация межнациональных отношений путем вовлечения молодежи в межнациональную политику. Те события, которые мы планируем проводить в рамках нашего проекта, это идет первый, в любом случае, это должен быть мониторинг, который мы изучим регионы ПФО. После этого мониторинга мы уже следующее мероприятие планируем провести обучающий семинар для координаторов из регионов. После проведения этих семинаров и круглых столов у нас идет подписание соглашения о сотрудничестве между молодежными организациями. И в дальнейшем у нас идет разработка плана, который вот это все у нас, мы думаем, займет в течение месяца. Мы это уже справимся за месяц. Ресурсы, на которые мы рассчитываем, это, конечно, поддержка социально ориентированной коммерческой организации через конкурсы. Мы рассчитываем здесь уже участвовать в конкурсах и выигрывать гранты. Я думаю, после первых проведенных мероприятий здесь мы уже можем рассчитывать на те инвестиции, привлекать бизнес к нашим мероприятиям, потому что многие, скажем так, бизнесмены захотят тоже проспонсировать, захотят себя показать, участвовать в социальной жизни. Здесь у нас идет ресурсы, мы смотрим не только как финансирование, также еще как ресурсы, это именно те люди, которые будут этим заниматься. Для этого нам нужны вот именно те некоммерческие организации молодежные в тех регионах, в которых мы будем работать. Это взаимное сотрудничество. И, соответственно, после уже, когда образуется основной костяк, уже будет организация стоять на ногах, здесь уже мы можем рассчитывать на участие в государственных программах, в концепции молодежной политики, в концепции национальной политики и в программе о языках. Информационную поддержку мы здесь очень рассчитываем на роль средств массовой информации, которые нас поддержат. Также мы будем создавать тот сайт, не только работать в соцсетях, да, то есть работа с молодежью определенно будет вестись во всех соцсетях, которые есть. И здесь очень важно иметь тот сайт, чтобы он был более простой, чтобы здесь была вся информация о нашей деятельности. И также мы рассчитываем на, когда будем проводить мероприятия на уровне ПФО, туда привлекать федеральные средства массовой информации, а на уровне регионов, когда будут проходить мероприятия, соответственно, региональные. Какое мы рассчитываем, то есть на взаимодействие с органами власти. Здесь опять вот, скажем, следующее, да, то что вхождение в реестр общественно-молодежных организаций, это Министерство молодежи, вот в Ижевске представлено это Министерство дел национальностей, во всех регионах есть подобные министерства. Координатор, руководитель того отделения в регионе, он должен, как мы думаем, ну то есть это, вот эта схема, это опять-таки представлена на примере Татарстана, то есть у нас именно вот в таком формате это работает. Председатель должен входить в молодежный парламент региона и возглавлять комитет по делам межнациональной политики.
Да, потом, и, соответственно, обязательно нужно, чтобы было активное взаимодействие с органами власти, нужно соглашение о сотрудничестве со всеми министерствами и ведомствами, которые находятся в данном регионе. Какие результаты мы планируем получить? Это гармонизация межнациональных отношений в молодежной среде, координация деятельности молодежных национальных организаций. Это очень рассчитываем продуктом, который в нашей деятельности будет этнокалендарь, в котором будут указаны не только красные дни календаря, государственные праздники России, а в том числе праздники такие, как вот у нас вчера был, те, кто не знает, у нас был вчера День друзей. Вот такие мероприятия, такие праздники мы хотим планировать и указывать в этом календаре. Также у нас идет, один из результатов, который основной, это формирование общегражданской идентичности, и чтобы у гражданина была позиция, что я россиянин. И личный наконец. И в конце вот у нас есть такой девиз «От патриотизма к благополучию». Мы в молодежи хотим именно патриотизм воспитывать. Визуализация, вот у нас такое дерево, которое представлено здесь, корни, это в виде тех регионов ПФО. Здесь именно традиции тех народов, традиции культуры тех народов, которые проживают на территории ПФО. Ствол у нас, конечно же, мы, так как держимся все на общей России, то есть все идентифицируют себя как мы россияне, да? А итог — это те плоды, которые мы надеемся, что принесет эта молодежная ассамблея народов ПФО «Мы россияне». Спасибо за внимание. Надежда Степанова, руководитель отдела по связям с общественностью Дома дружбы народов Удмуртской республики. У меня вопрос. Вы хотите создать общественную организацию, или это просто как проект, или вы будете в структуре Ассамблеи народов России? Именно это будет, спасибо за вопрос, кстати, очень приятно слышать вовлеченность. Как проект создания организации? Это проект создания организации, именно так, да. И, то есть это будет, вот эта молодежная ассамблея народов ПФО, она будет входить, будет вместе работать с Ассамблеей народов России. Но в структуре есть, как я понимаю, Константиновна, Ассамблея народов России — это общественная организация, то есть не можем мы быть, то есть общественная организация, чем она отличается, она имеет самостоятельность. Да, мы россияне, мы совместно. Это общественная организация. Это общественная организация, именно создание общественной организации. Еще вопросы, коллеги? Еще есть вопросы? Я бы с удовольствием ответил на них. Спасибо большое за внимание. Да, все. Уважаемые коллеги, заканчивается большое важное мероприятие, посвященное поиску путей, поиску оптимальных направлений формированию общероссийской идентичности. Вы знаете и, наверное, запомните теперь, что оно было организовано Ассамблеей народов России во главе с нашей Светланой Константиновной при поддержке главы Удмуртии и прекрасного Дома дружбы, за что мы им, конечно, хотим сказать очень большое спасибо. Какие выводы можно сделать из того, что мы здесь увидели? Во-первых, участники с честью выдержали 3-дневный марафон. Это был довольно серьезный курс обучения. И думаю, что люди очень многому научились. Группы сохранились. Всего было человек 70, может быть, чуть больше. У нас было в этот раз 6 групп, хотя в других регионах группы были больше, и народу было тоже около 60, наверное, человек, да? В процессе обучения выделились модераторы или лидеры групп, и сложился круг активистов. Если сначала ребята не очень хорошо понимали даже задачи, что они будут делать, вот представьте, за 3 каких-то хороших массированных дня обучения
представили такие проблемы. Вы знаете, поиск этих проблем был очень интересный. Я думаю, для научной работы это такой богатый материал. В процессе обсуждения вот таких стихийных дискуссий они выдвигали столько идей, и никакие социологические опросы, я думаю, не могут заменить вот такие спонтанные обсуждения, причем очень квалифицированные. Во всех группах были бурные дискуссии, уважительные, доброжелательные. И надо сказать большое спасибо нашему модератору главному, Дмитрию Борисовичу. Он очень активно, деликатно направлял, поправлял, и я думаю, так. Семинары помогли выделить актуальные темы, направленные для вот этой главной работы, укрепления дружбы народов и, самое главное, общероссийской идентичности. Должна сказать, что все это, конечно, способствует повышению активности, общественной активности людей. Очень приятно, что в основном были молодые люди, которые и семинар побуждает обдумывать судьбу страны, народа, предлагать оптимальные варианты развития. То есть мы можем констатировать, что сложился круг единомышленников в поиске вот этой общей национальной идеи. Хотя насчет национальной идеи, это, конечно, мне кажется, фантастика была, провести общий российский опрос неизвестно какими силами. Но все же хотелось, чтобы подобные мероприятия освещались широко в средствах массовой информации. И я думаю, для жителей не только этой республики, но всего региона это будет очень полезно. Потому что это... И рада, что сегодня присутствуют журналисты, которые могут спокойно об этом написать, причем с позитивным таким настроем. И еще, мне кажется, авторы проектов, которые будут представлены, должны посмотреть обязательно научную литературу, потому что очень многие проблемы, которые они затронули, в общем-то, уже исследуются. И если будет какой-то научный багаж, то это придаст им еще большую ценность. Вот представьте, вот 6 проектов, которые здесь были, да, а грант 1. И надо будет каким-то образом выделиться, показать пользу. Я думаю, теперь каждая из этих команд может подумать, что же будем делать дальше. И представить в следующий раз эти проекты уже на настоящий конкурс. Пока я бы всем поставила 4, иногда с плюсом. Но до 5 надо еще дотягиваться. Поэтому желаю вам всего хорошего, доброго. И, во-первых, и в личной жизни, и в жизни общественной, и в том, чтобы наша Россия все-таки была целой, единой, дружной. Счастливо вам! Спасибо, Кристина. Коллеги, мы сейчас с участниками проектной сессии здесь останемся, а журналисты сейчас пойдут на обед. Но, прежде чем вы пойдете на обед, у меня вопрос, товарищи журналисты. Вот, кто-то может сказать свою оценку того, что вы увидели? Приемлете вы это, не приемлете? Может быть, представители национально-культурных объединений, которые здесь находятся, вы вот созвучны эти идеи с вашими идеями, мыслями или нет? Главное, чтобы был госзаказ. Госзаказ. Еще. Мне нравится жизнь, дружба народа. Вы знаете, очень много терминов толерантности, но никак не подходит. Надо дружить, это взаимный интерес друг к другу. Я почему задавал вопрос, этносы как взаиморесурсы. То есть этносы должны помогать друг другу. Если мы создаем площадку общую, не только я о себе, я думаю и о другом. Поэтому мы от толерантности к дружбе народов не должны идти. Поэтому тема хорошая, идеи хорошие, они соответствуют общим названиям. Спасибо, Ну что, уважаемые журналисты, вам приятного аппетита, ровного и готова с вами продолжить наш семинар для журналистов. Приятного аппетита. А участники проектной сессии приближаются сюда, ближе к центру. Конечно, мне понравилась ваша работа, и, в принципе, те идеи, которые возникли в процессе работы, безусловно, они заслуживают особого внимания. И молодежный проект, и ресурсный центр, и национальный герой, и этнодеревня, и этномир, информационный портал. Все абсолютно вот можно сейчас брать и делать. Да? Вопрос именно в реализации. Очень часто
ну как звучало, и даже вот Светлана Геннадьевна Сентьякова говорит, заказчик нужен, государство. Вот, мне кажется, это не совсем правильный посыл, ждать какого-то заказа, да? Полагаться на волю государства, ждать, что вот государство вас найдет, вам скажет. Нужно, вот если есть у вас эта идея, если есть такая инициатива, нужно собраться, написать и реализовывать. Вот если вы будете увлечены этой идеей, вашим проектом, то, соответственно, вы придете к логическому завершению. И у вас найдутся единомышленники, у вас найдутся и средства, бизнесмены. Поэтому вот очень важно, чтобы вы сами в это верили, что это возможно. Кроме того, часть из этих проектов уже вполне можно подавать, может даже и все, значит, на грантовую поддержку, на конкурсы, которые могут быть и на муниципальном уровне, и на региональном уровне, на уровне Российской Федерации. То есть, отработав по тем требованиям, которые есть, по оформлению проектной документации, конкурсной документации этих конкурсов, вполне можно это уже брать за основу. Ну и, конечно, результат нашей проектной сессии – это подготовка координаторов. Вот вы, по сути, стали уже этими координаторами. И очень важно, чтобы наша последующая работа, она не начиналась с нуля. То есть мы бы хотели уже в вас видеть тех людей, на которых мы можем полагаться, да, и вместе с вами дальше реализовывать, да, эти проекты. Что эти проекты будут жить только в том случае, если каждый из вас продолжит участвовать в этом проекте. То есть вы те люди, которые будут этот проект реализовывать. Если вы считаете, что вы себя там не видите, то, соответственно, проекта не будет. Мы из Москвы проект не сможем реализовать. Да? То есть важно, чтобы мы можем вам помогать сопровождать эти проекты. Видимо, если что еще, давайте. Коллеги, переходим к завершающему этапу нашего балета. Это рефлексия. То есть каждый из нас с вами, я завершаю, буквально там 5-10 секунд встает, говорит, я такой-то, такой-то, мне понравилось, не понравилось, получил, не получил ожидаемое. То есть вот буквально там 2 слова. Добрый день. Красильникова Наталья, Бабош, Удмуртия. Действительно, в ходе вот этого мероприятия, нашей сессии, я получила очень огромное количество, во-первых, эмоций в общении с людьми и в нашей группе, и с теми, кто рассказывал о проектах, о своих проектах. И большое вам спасибо всем за то, что вы мне очень много всего дали. Не, давайте, без пропусков. Каждый. Я очень благодарна за такой вот обучающий семинар. Я огромное такое прям удовольствие получила, и много массу знаний, и познакомилась, и такая команда у нас хорошо получилась. Мы считаем, что мы сможем защитить свой проект в будущем. Спасибо. Борис Хаценко, Самара. Очень приятно было поработать в команде. Огромное спасибо всем, кто был в этой команде. Спасибо огромное организаторам мероприятия, потому что вот этот опыт создания проекта «Национальной деревни», я думаю, он очень будет полезен на местах. В Самаре этот проект мы хотим реализовать. Рады, что помогли Ижевску по созданию будущего вот этой деревни. Я думаю, что этот проект перспективно, он реализуется. Так что всем спасибо. Настя, Удмуртия, село наше. Тоже могу сказать, что получила колоссальный опыт. Это очень полезно всем нам, я думаю, так как все здесь собрались с единым мнением. Все болеют за дружбу народа и за свою собственную национальность. Я тоже получила огромный опыт. Всем хочу сказать большое спасибо нашей группе, нашему координатору и нашему главному модератору. Всем огромное спасибо и также организаторам. Юлия, город Ижевск. Я представляю неформальное городское сообщество таких
скажем, инициативных граждан, которые не все равно, что быть городом Ижевском. Я благодарна группе, которая поддержала идею национальной деревни города Ижевске. Я хотела бы дальше продолжать эту работу, стать координатором, не знаю, партнером, помощником данного проекта. У меня вопрос, каков мой следующий шаг, что мне дальше делать, чтобы развиваться? Спасибо за полученный опыт. Мне хватает проектного мышления. Вот это нужно сейчас мне развивать в себе, видимо. Спасибо. Добрый день, меня зовут Тибетина Нина Дмитриевна, я зампредседатель Союза молитвенных муфтий в городе Ижевске. Мне этот семинар очень понравился, я получила массу впечатлений, и то, что наша группа была такая замечательная, и получилось так, что мы собрались какие-то такие единомышленники, что все в един голос эту тему поддержали, и было очень классно. Всем спасибо. Всем. Царева Мария, Дом дружбы народов Удмуртской республики. Вот тоже от семинара получила, что это действительно все можно воплотить в жизнь, идеи действительно очень хорошие. Это не только где-то в облаках, в мыслях и, скажем так, в желаниях у национальности летает, а то, что это все реально, то, что есть ресурсы, есть единомышленники. Всем большое спасибо. Воробьев Александр, Чебоксары, Чуваша. Семинар действительно очень понравился. Очень понравилась наша команда. Все с душой относились к проекту, переживали за продукт. Наверное, самым ценным стало понимание того, что примерная, наверное, ситуация в регионах, она похожа. Проблематика та, над которой мы думаем, тоже примерно одинакова. И, наверное, мысли точно так же в проектах сходятся. Так что вот это понимание было очень полезно. Спасибо. Виктория, город Ижевск, Дом дружбы народов. Я себя впервые попробовала в качестве координатора, в качестве модератора. Мне очень понравилось. Была отличная команда, слаженная. Спасибо всем за все. Раиса Попова, город Пермь, Пермский край. Председатель Мемористского центра города Перми, секретарь Совета руководителей национальных культурных объединений Пермского края. Благодарю организаторов за приглашение, за это событийное. Я думаю, что этот семинар это будет значимо для всех, не только для нас, которые сегодня участвовали в этом семинаре. Это будет значимо для всех народов, которые проживают в России. И будет способствовать укреплению единства и гармонизации межнациональных отношений, значимые для всех нас сегодня. Спасибо участникам всех нашего проекта. И, конечно, приобрели новых друзей. И желаю всем доброго здоровья, благополучия, дружбы, мира и согласия. Всем, как сегодня, чтобы народы жили дружно всегда. И мы должны сделать все возможное для сохранения своей культуры и интересоваться культурой других народов, и дружить, и нашу дружбу передавать поколениям. Спасибо. Я Григорий Павлович, представляю Ижевскую область. Я очень благодарен всем организаторам настоящего семинара, что привлекли меня к участию здесь в процессе. Я много планов в жизни уже планировал, но вот саму технологию проектирования, проектной работы никогда не занимался, не касался, и мне было очень интересно. И второе, мне было очень любопытно и интересно работать в команде с молодежью, посмотреть, какова она сегодняшняя наша молодежь, на что она способна. Я уверен, что будущее у нас есть. Спасибо всем. Тюркина Людмила, член правления Венского районного Кенеша, преподаватель удмуртского языка и регионоведения. Спасибо большое организатору национальной Константину Дмитрию Борисовичу, огромное спасибо. Я потому что работала по проектной деятельности и аттестовалась на высшую категорию, но общественными проектами я никогда не занималась. И мне очень понравилось. Спасибо нашей молодежи, она очень перспективная и надежная. Модераторам тоже нашим. Они очень интеллигентные, спокойные. Спасибо. Добрый день, Васева Вера, Министерство национальной политики Удмуртской республики. Во-первых, я хотела поблагодарить свою команду, действительно у нас получилось поработать очень эффективно. Я очень рада, что мы
за эти 2 дня пришли к тому, что действительно эффективная работа должна быть скоординированной. И я уверена, что вот этот проект, который мы подготовили, разработали, он обязательно должен быть реализован. И рада, что у нас получилась команда из нескольких регионов, и это уже, думаю, что реальный костяк команды, которая может этот проект реализовать. Добрый день, Тимур Кадыров, представитель Молодежной ассамблеи народов Татарстана. Очень получилось интересно, что у нас группа молодежная, а молодежи у нас тут раз-два и общаться. Поначалу это немного смущало и вводило в заблуждение, но в итоге оказалось, что именно взгляд извне, взгляд не молодежи на это очень ценный опыт. Большое спасибо, Светлана Константиновна, вам. Наверное, это благодаря вашей настойке у нас такая группа получилась. Большое спасибо организаторам. Дмитрий Борисович, вам большое спасибо, вы отлично отмодерировали всю деятельность. За эти 2 дня мы действительно разработали очень неплохие проекты. Спасибо. Добрый день, Силаев Евгений, член правления МАФУН от Республики Мариэл. Хотел бы сказать также слова благодарности организаторам Республики Удмуртия, где уже нахожусь целую неделю. На самом деле, от данного семинара я достиг того, чего я и ожидал. Познакомиться с новыми людьми, с которыми можно дальше продвигать проекты, которые направлены не только на развитие своей собственной национальности, своего собственного народа, а также на межнациональное сотрудничество. Ну и, собственно говоря, всем спасибо. Здравствуйте, меня зовут Малкова Марина, я активистка марийской молодежи из Жара. Мне очень все понравилось, спасибо организаторам и спасибо нашим модераторам. Добрый день, Банникова Елена, муниципальное образование города Ижевск, начальник по работе с общественными и некоммерческими организациями. Для меня это, конечно, все немножко ново было, но я получила колоссальный опыт. Спасибо организаторам, спасибо всем людям, которые здесь сегодня находятся. Я думаю, что все подчеркнули для себя что-то важное в этой жизни вообще, даже не просто взаимодействие с национально-культурными объединениями, а для себя лично. Спасибо большое организаторам. Здравствуйте, меня зовут Елена Рудницкая, Шаркан, Удмуртия. Я вообще в первый раз в такой вот по такой тематике. Я вообще-то человек из молодой гвардии Единой России. Мне у вас очень понравилось. Я думаю, что не последний раз меня пригласили. И спасибо вам большое за команду. И вам, организаторам, тоже спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Перевозчикова Елена Леонидовна. Я с села Шаркан Удмуртской республики. Ресурсные центры все говорят. Я очень хотела понять до конца, что это такое ресурсный центр на самом деле. Почему-то в моем понимании это было вот ресурсный центр, который выдает деньги. Только такое на самом деле. Поэтому я до конца поняла, наверное, до конца, что такое ресурсные центры. И я думаю, что у нас такой центр в Удмуртии обязательно должен быть, потому что общественных организаций достаточно, и мы все нуждаемся в помощи. Спасибо всем. Мне хочется сказать огромное спасибо Светлане Константиновне, Дмитрию Борисовичу, Анне Вадимовне. Огромное вам спасибо за то, что я получила новый опыт работы, потому что социальные проекты писала, реализовывала, получали гранты, а вот это, я считаю, что уже новый уровень. Спасибо вам. Ибрагимов Разат, Дружный дом Башкортостана. Мне понравилась технология организации коллективного мозгового штурма. Особенно понравились вопросы Дмитрия Борисовича некоторые, которые вступы проводят в аудиторию. Кстати, зачем вы их задаете? А в целом мне очень понравилась наша группа и те вопросы, которые мне подняли. Я все это аккуратно записал и будем применять. Спасибо всем.
Добрый день, меня зовут Олег Цыпленков, представляю Чувашскую республику. Являюсь участником первого организационного съезда Ассамблеи народов России и по просьбе тогдашнего руководства создавал региональное отделение Ассамблеи народов России Чувашской республики. Я рад, что вы меня вспомнили. Мои ожидания, то есть, они превзошли мои ожидания. Понравилось, как нас встретили 3 утра. Большое спасибо руководству Ассамблеи народов России, организаторам. Очень такое благожелательное, приветливое отношение. Я постоянно ощущал заботу, внимание, как мы себя чувствуем, какие наши планы. Вот. Это, конечно, очень хорошо. А работа, конечно, понравилась. Дай Бог, чтобы вот результаты и вот в ходе обсуждения, какие мы проблемы поднимались, надо было довести до руководства России, конечно, потому что иногда создается впечатление, что нет полной картины того, что происходит в области национальных отношений России. Я думаю, что вот результат, все вопросы, которые поднимали там, а не только вот конечный результат, они были бы очень полезны для руководства нашей страны. Добрый день, Ирина Милютина, профессора по этнографии. Что для меня дал семинар? Я, наверное, скажу, опыт проектной деятельности он был. Я сегодня поняла свою ошибку. Проект надо писать уже командой. Вот команда написала проект, вы проект, деньги получили, там, да, грант, и сразу же команда начала работать. Вот что самое главное, я поняла на этом семинаре. Всем спасибо большое. Я приобрела много интересных, знакомых, добрых друзей. И всем удачи. Не теряйте дружбу, которая здесь завязалась. И как можно больше, чтобы каждый из нас написал новых интересных проектов и получил гранты. Надежда Лахтина, Винский район, Удмуртия. Ну, я, наверное, здесь одна из моих коллег, заместителей по социальным вопросам, добросовестно. Все дни, вернее, 2 дня отработала, и я очень рада вот тому опыту, который мы получили, Светлана Константиновна, общению с вами очень рада. А еще я рада тому, что и в 4 из 6 проектах работали представители нашего района. Я думаю, что проектная деятельность в нашем районе пойдет на новый уровень. Спасибо огромное. И огромное спасибо своей команде. Искательна Татьяна, Мордовия. За время работы семинара я получила очень много полезной и интересной информации. Я думаю, что затем в практике работы это все поможет, придаст сил, уверенности, будет проще реализовать те проекты, которые мы задумали. Огромное спасибо Светлане Константиновне за организацию этого мероприятия. Спасибо. Анна Горный-Ижевск. Мне хотелось бы сказать, что проект, который мы обсуждали, обязательно будет реализован, и я зову всех нашу дружную, амбициозную команду вот, запись открыта. Я координатор. Спасибо. Татарстан, Ассамблея народов Татарстана, Кирцедари. Ну, мне интересно были вот эти новые технологии. Я по старинке все делал. Ну и по старинке неплохо получалось. Но новые технологии, они, конечно, много. То есть было полезно. И я хотел бы пожелать всем, чтобы эти проекты были реализованы. Очень полезно. Я Кучаева Надежда Васильевна, сегодня Бёсы, Удмуртия. Я на таком семинаре впервые. Для меня это что-то, знаете, для меня как уже бы. Я очень получила, во-первых, взаимной дружбы между всеми нами в команде. Очень молодцы, девочки работали. Спасибо, Ольга Викторовна, вы так нас это подталкивали. И у меня, знаете, в голове тараканы зашевелились. Понимаете? Я, наверное, это самое, как бы надо мне это все, мысли свои
продолжить знания и так далее. Огромное спасибо, Светлана Константиновна, спасибо вам. Огромное спасибо. Захваткина Надежда, село Шаркан. Представитель районной организации «Удмурт-Киниш». Ну и по специальности я работаю в библиотеке. Проектной деятельностью мы, конечно же, занимаемся, но такие общественные проекты не писали, поэтому опыт, полученный здесь, он, конечно, пригодится в жизни, в работе. И я думаю, что встреча с новыми людьми, общение с ними тоже дает очень много положительного заряда. Большое спасибо всем организаторам и всем нам. Татьяна Мурашкина, Увинский район. Семинар понравился, получила интересную, полезную информацию как для работы, так и лично для себя. Большое спасибо организаторам и большое спасибо той команде, в которой я работала. Спасибо. Земли Виноградов, город Нижняя Удмуртия. Я хочу сказать, присоединиться еще раз к словам благодарности всех организаторов, модераторов и кураторов, сказать, что действительно семинар получился насыщенным. От себя лично скажу, научилась, что-то получилось, и в дальнейшем верю в свои силы и в силы нашей команды. Спасибо всем. Наталья, Алмашский район, методист Дома дружбы народов, курирую Алмашский Кракский район. Мы немножко на местах мысли, музыка, я поняла для себя. Здесь я повысила свой уровень познания. И вот в свой этот проект я очень хочу, чтобы он был реализован. Нам это необходимо для работы. Очень всем огромное спасибо. Надежда, Сарапульский район, Дом дружбы народов, методист. Хотела бы сказать большое организаторам за тот опыт, который мы здесь наработали. Он будет, если будет дружба народов, будет единство России. Мне очень нравится. Спасибо. Салон Грейс, Дом дружбы народов. Любой семинар предполагает, на самом деле, общение, обмен опытом, тем более, когда приезжают из других регионов, это прекрасно. А здесь у нас не только семинар, а проектные сессии, поэтому благодаря нашим организаторам, спасибо большое, мы получили удочки, а когда дают удочки и трудолюбие, я думаю, что остальное получится. Ольга, Дом дружбы народов. Знаете, любой семинар – это возможность получить глоток свежего воздуха. Когда от общения с людьми, от такой интенсивной работы все равно наполняются легкие твои, и хочется после этого жить, работать и продолжать. Спасибо всем большое. Доброго вам Леонида, из Дома дружбы народов, город Глазов. Я хочу сказать, что когда мы сюда приехали на этот семинар, на самом деле были идеи, были проблемы, там, задачи, да, но благодаря нашей команде и куратору Ольге Витальевне мы создали вот такой вот проект. На самом деле я тоже в этот проект влюбилась и хочу, чтобы реализовался наш проект. И спасибо хочу сказать другим командам за их идеи, потому что думаем, вот здорово, на самом деле, мы молодцы, мы одна сила. И вам спасибо, Дмитрий Борисович и Светлане Константиновне. Мы сделали большое дело. Спасибо. Хочу сказать всем большое спасибо. Получила массу удовольствий и багаж знаний. Думаю, полученные знания не останутся во мне. Мы с Надеждой Васильевной воплотим их в жизнь. Спасибо. Журналист сотрудник. Я не буду оригинальной. Опыт сын ошибок трудный. Вот это главный итог. Для меня на семинаре мне показалось так, что в каждом регионе, каждый регион как-то вот пытается решать проблемы, барахтается внутри себя, и вдруг выясняется, вот в частности на проектной сессии, что оказывается ты не один, и у других эти же проблемы, вот этот мозговой штурм, это, конечно, замечательно. Вот. Ну и с такой эмоциональной точки зрения, это вот ощущение колоссальное, что нет ничего невозможного, когда в одном месте собираются люди, во-первых, профессионалы, каждый в своем направлении, а во-вторых, люди неравнодушные, болеющие за дело, то
можно и создавать, и реализовывать самые смелые проекты. И мне очень нравилось, когда работала наша группа, что очень часто прозвучала фраза, что ну, вот в порядке бреда, или что вот, ну может это мои фантазии. Мне кажется, это вот самое главное, потому что когда люди боятся произнести, мысль какая-то возникла, а как-то вроде стесняешься сказать, что вдруг попаду в какое-то неловкое положение. А вот здесь была такая атмосфера, что самые бредовые, в хорошем смысле слова, вот, идеи, они произносились и подхватывались. Ну, в общем, это здорово. Спасибо всем организаторам. Юдина Ульяна, Дом дружбы, город Ижевск. Я хочу спасибо сказать моей команде, с которой мы работали в течение 2 дней очень плодотворно и сделали замечательный проект. Для себя я получила в первую очередь это опыт. То есть, когда я пришла первый день на этот семинар, я честно боялась, то есть, что я не справлюсь. И я благодарна моей команде, что они мне помогли справиться с этим. И этот семинар мне дает новый толчок, новым действиям. Спасибо всем. Меня зовут Ерун Юрий Васильевич, я возглавляю Ассамблею народов Самарской области. Хотел бы поблагодарить Дмитрия Борисовича и Ассамблею народов России за хороший проведенный семинар. Мы с вами совсем давно знакомы. Ну и, пользуясь случаем, я хотел бы, раз мы занимали вопросом мотивации, предложить Светлане Константиновне, чтобы больше было мотивации для привлечения актива, не только вот иметь золотую медаль и почетную грамоту, а расширить круг, то есть ввести, может быть, серебряную, бронзовую медаль Ассамблеи народов России и другие награды, как там диплом, благодарственное письмо. То есть мы должны расширить круг морального поощрения, потому что получил человек грамоту, и все, следующая награда от Ассамблеи только золотая медаль, надо постепенно расти. Но это такой, да, организационный, нет. А так мы, я хочу сказать, от нашей самарской делегации, от остальных очень остались довольны всей этой работой, всей деятельностью. Я думаю, мы продолжим. Наша ассамблея понемногу действует. Я хотел на память вручить Ассамблее народов России. Мы при поддержке ряда организаций издали книги, то есть по Самарской области. Здесь где-то 12 лидеров национальных объединений Самары и области есть. Вам спасибо за поддержку нас. Также я хотел вручить, нас прямо чуть не в час ночи встретили представители министерства, и тоже такую книгу Министерства национальной политики Удмуртской республики. Лариса Николаевна, наверное, вам. Мы знакомы с вами уже не первый год. Вы очень огромную работу делаете. И Дома дружбы народов. Я специально оговорился, чтобы привлечь внимание. Поэтому, значит, Дома дружбы народа вашим тоже на память тарелочку и нашу книгу, то есть кто в Самарской области, вам тоже огромное спасибо. Ну и будем дальше. Всего доброго. Назарова Алена Викторовна, я председатель общества русской культуры. На семинаре мне все очень понравилось, проектной деятельностью уже занималась, но самое главное, что мне интересно, я нашла своих единомышленников, потому что, поскольку я возглавляю общество русской культуры, отсутствие вот некого героя, на которого можно было бы равняться вообще в России, это проблема, которая меня волнует не первый год. И я очень рада, что встретила здесь друзей, единомышленников, и очень надеюсь, что проект наш будет реализован, тем более, что у нас Юрий Васильевич очень активно этим занимается, он уже собрал наши адреса, я думаю, что мы будем дружить домами. Спасибо. Светлана, Удмуртия. Семинар. Есть дополнительный опыт появился. Очень рада тому, что у меня появились новые открытия. Остались и появились вопросы, есть сомнения. Организаторам большое-большое спасибо за возможность вот такой диалоговой площадки. И, знаете, родилась у нас национальная идея. Озвучу. Кажется, зачем все исследования, когда она вот здесь, рядом с нами, здесь и сейчас. Любить Родину, чтить национальные традиции и уважать соседей. Вот и вся идея национальная. И еще, пользуясь случаем, приглашаю всех, кто здесь в этом зале, на наш 7-й международный фестиваль «Окно в небо». Вся информация на
в администрации Завьяловского района управления культуры, спорта и молодежной политики. Будем рады видеть всех. Межнациональный фестиваль. Продолжим тему Светланы Рудольфовны. Шевченко Виктория Владимировна, председатель Украинского общества «Струмок». Это ручеек. На улице, где я живу, через межу, у меня соседка татарка, рядом удмуртка, ее муж Мартвин, через межу курды, ну и так далее. Вот вам дружба народа. Сказал кто-то мудрую вещь: прежде чем воспитывать других, воспитай себя. Я добавлю: свою семью создай и чти традиции. Дедушка Курт в свое время, когда он был жив, он приходил к нам, соседям, казалось бы, да, он приносил лаваш. У них был праздник такой, хлеб, когда первая мука, и он говорит: у нас принято делиться с соседями. Представляете, какая это вообще вещь. И вообще мы сделали сегодня доброе дело. Спасибо всем. Дорогие жест, спасибо огромное организаторам этого мероприятия, спасибо за работу в группе. Очень много было озвучено идей, и очень хотелось бы, чтобы эти идеи, которые отражают чаяния многих регионов России, чтобы они действительно нашли дальнейшее воплощение. И мы видим, и мы говорили вчера на работе нашей группы, что не надо рассеивать тот ресурс, которым мы располагаем. Вот, наверное, это мероприятие дает очень-очень мощный толчок для того, чтобы консолидировать эти идеи в одну большую программу, которая комплексно и системно позволит использовать имеющиеся ресурсы, в том числе человеческие. Спасибо огромное за такие, просто за фонтан, за фейерверк интересных мыслей, которые, я думаю, что даже на рабочих местах, я, во всяком случае, знаю, что нового я буду делать с нашими ребятами, которые выезжают за рубеж, и с нашими иностранцами, которые приезжают к нам в Удмуртскую республику. Спасибо огромное за щедрость, с которой мы делились друг с другом. Спасибо. Елена Лошкарева, Общество русской культуры Удмуртской республики. Признаюсь, дорогие друзья, меня просто распирает от того, вообще от чувства гордости, что я живу в России, что здесь такие замечательные люди, и даже хочется петь, как вчера вот у нас, поэтому я обязательно спою. В дружбе, согласии в мире разный народ живет. Любовь к России едина, один на всех небосвод. Любовь к России едина, один на всех небосвод. Богатство и славу родной стороны приумножают сыны. Ты, россиянин, добрый хозяин, матушку Русь береги. Спасибо, дорогие друзья, спасибо за замечательный семинар. И я работала в замечательной команде, где мы создавали собирательный образ россиянина. Я поначалу думала, вообще существует ли такой собирательный образ россиянина, а теперь точно знаю, что в этот образ частичка каждого из вас вошла. Спасибо. Меня зовут Светлана Николаевна, село Силкрым. Я хочу сказать большое спасибо организаторам этого семинара и, конечно же, участникам нашей команды. Мне очень понравилось, мне было интересно работать с представителями других регионов нашей большой страны. Я участвовала во многих семинарах по написанию проектов, но в основном получала теорию. А здесь на семинаре я получила очень огромный практический опыт. Большое вам спасибо. Логинова Елена, село Удмуртия. На данном мероприятии я принимаю участие впервые и хочу сказать большое спасибо команде, которая действительно научила меня, как нужно работать. Всем большое спасибо. Алексей, Республика Марьел, председатель межкультурной организации ЯР. Большое спасибо организаторам и людям, кто придумал это мероприятие, и за тот теплый прием, который организовала Республика Удмуртия для нас с проведением экскурсиями и выездными поездками. Это очень дорого стоит, и это было очень приятно для нас, что вы поделились частичкой своей души с нами.
По поводу семинара колоссальный опыт, колоссально качественно новый опыт в проведении, в организации и в написании проектов. Большое вам спасибо. Там еще. Стянина Наталья, Сибирь, Удмуртия. Большое спасибо всем организаторам, большое спасибо нашей команде. И очень здорово, что в этом семинаре принимали участие не только жители Удмуртской республики, но и представители других регионов нашего ПФО. И если в начале нашего проекта все было очень сложно и туманно, то к сегодняшнему дню все выстроилось в единую цель. Спасибо всем. Майский город Ижевск. Цели достигнуты, опыт и знания получены. Спасибо моей команде и организаторам. Хочется сказать спасибо гостеприимному дому, гостеприимному городу, гостеприимной республике. И Ассамблее народов России, которая нам предоставила возможность вот такой площадки для общения, для взаимодействия различных национально-культурных объединений. И все мы вместе увидели, пока есть стремление к общению, есть столько много неравнодушных людей к своей культуре, к своей стране, у нас все будет хорошо. Спасибо всем. Раджим Тау. Так, можно слово СМИ? Ну, а вообще не СМИ, а из русского общества. Лебедев Андрей, город Глазов. Говорят, что будущее начинается с самого малого, самого себя. Я думаю, что сегодня каждый из присутствующих в этом зале сделал свой шаг в будущее. Какой этот шаг будет большой, маленький, покажет время. Сейчас я желаю всем удачи в воплощении мечты. И хотелось, чтобы мечты не просто остались на словах, а хотелось, чтобы воплотились в реальность. И, как говорится, Удмуртия вперед! Спасибо. Можно еще минутку. Так, вот. Где-то часа после 15-го каждый может зайти на YouTube, набрать Андрей Лебедев и посмотреть на самого себя с этой встречи. Ничего не будет вырезано. Спасибо. Коллеги, давайте завершим. Я каждый раз боюсь, сколько мы семинаров проводим, поэтому это неизбежно, когда какая-то неизвестность всегда страшит. Что мы с вами делаем? С одной стороны, мы делаем сейчас рефлексии. И что рекомендуем по нашей технологии, мы рекомендуем делать всегда в завершении некого цикла. С одной стороны, это эмоциональный какой-то всплеск, с другой стороны, мы проговариваем то, что у нас вот за эти 1, 2, 3 дня сложилось. И наложение такое, да, эмоциональное плюс осознанное, это хорошее закрепление. Устойчивое такое у нас остается, устойчивое отношение к тому, что мы сделали. Поэтому рефлексию надо делать. Второе, это что делать? Да? Значит, вести группу. То, что мы будем как-то информационно обмениваться, что-то мы новое будем на семинарах, вот на вебинары мы будем организовывать с июля, да, по-моему, осенью будут еще там проектный семинар. Но в любом случае, пока вы не начнете что-то делать, ну не что-то, вернее, а реализовывать проект как координатор, именно вот в этом качестве, так это и будет, останется мертвым грузом. Если будете реализовывать, соответственно, у вас собственный опыт будет нарабатываться, больше вопросов по содержанию будет возникать, и те наши теоретические какие-то образовательные проекты, они будут более эффективно ложиться на вашу практику, на ваши практические вопросы. Значит, хотел обратить ваше внимание, да, когда вначале мы знакомились с вами, вы обращались, ну, как правило, ко мне. Сейчас вы все обращались к команде, друг к другу. Это тоже, в общем-то, результат
результат работы то, что вы сплотились, и у вас изменилось отношение. Да, от коммуникации я-ты, мы переходим к коммуникации я-мы. А там уже один шаг до миссионности я-все. Зачем задавал вопрос? Значит, с внешней стороны на ваши внутренние вопросы очень сложно ответить. Я отвечу только на тот вопрос, который услышал от вас. Поэтому это самое эффективное. Значит, помочь вам задать самому себе вопрос. И вы сами найдете ответ. И действительно, иногда, и я точно так же иногда слышу какие-то очень необычные вопросы, над которыми я не задумывался. Я думаю над ними, и уже начну какая-то там идет мыслительная деятельность. Как взаимодействовать? Соцсети. И хорошо, что вы уже начали обмениваться между собой там, электронными почтами, еще чем-то. Значит, YouTube тоже нас может как-то, посмотрим там друг на друга. Но в любом случае в Фейсбуке давайте друг друга находить, там мы размещаем информацию, ассамблея, я там, значит, какие-то там фотографии там, или тезисы размещаю. Поэтому интересно, чтобы ресурсный центр тоже какой-то сделал, там, по-моему, был сайт, этносайт у нас с вами, то есть, ну, в общем, вот, задумок таких много. Вот, визитки, кому нужно, тоже раздадим. Что мне понравилось? Что необычно? То, что была проведена подготовительная работа, которая очень действенна. Да, потому что обычно мы приезжали на семинары, и все люди, ну, как из огня до в полымя, да, значит, окунались и говорили: ух ты, мы не ждали. Ну, в общем, очень важна подготовительная работа, поэтому вы, когда проектировать начинаете, вы это имеете в виду. Там, например, мы на территории на одной в подмосковном районе тоже готовили, проектировали сессию, когда трехдневную. Мы перед этим с каждой категорией встречались и проводили дискуссию, круглый стол часа на 3. Отдельно с органами власти, отдельно с бизнесом, отдельно с общественностью. И это тоже, в общем-то, такая подготовительная работа внутри целевой аудитории, как мы с вами говорили, да? Она тоже очень важна и эффективна. Ну, мне понравилось. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, мне тоже, безусловно, все это понравилось. Я благодарна каждому из вас. Мне понравился состав разный. Важно, что здесь были представители муниципалитетов, учитывая, что персональная ответственность за состояние межнациональных отношений на главах местного самоуправления, соответственно, вот те люди, которые приехали, специалисты, вы не просто, я думаю, что научились проектной работе, но и изнутри увидели проблемы, то есть те вопросы, которые вам нужно решать на местах. И я думаю, что приедете, еще проанализируете. Ну и то, что мы говорили, стратегия должна стать вашей настольной книгой. То есть документ, который вы должны знать. Вот. Чего не хватило? Я знаю, насколько разнообразный и очень активное политическое сообщество разных национальных культурных объединений в Удмуртии. К сожалению, здесь не было представлено. Я не увидела наших лидеров национальных культурных объединений в Удмуртии. И я очень об этом сожалею, потому что я считаю, что вот эта работа, она могла стать уже таким началом нового этапа работы и взаимодействия представителей муниципалов с лидерами, не просто с активистами, а именно с руководителями национальных культурных объединений. Вот это мне как бы сожаление. Что касается в целом работы, безусловно, мы благодарны руководству нашей республики, Удмуртской республики, Александру Васильевичу Соловьеву и министерству. Я хотела Ларису Николаевну сюда пригласить и вручить благодарственное письмо от Ассамблеи народов России, Министерству национальной политики за помощь в организации проведения данного семинара. Это вам, министерство, а это лично вам, как министру. Теперь мы все дни работаем здесь, в прекрасном доме дружбы. Алексей Владимирович где-то у нас, не где-то, он выполняет ответственное поручение. Мы
тоже вручаем благодарственное письмо бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Дом дружбы народов». Пожалуйста, кто получает. И просьба передать и Алексею Владимировичу персонально тоже благодарственное письмо за помощь в организации проведения нашего Приволжского окружного семинара. Кроме того, уважаемые коллеги, каждый из участников семинара получит вот такие сертификаты о том, что вы прошли обучение в рамках проектной сессии, чему-то научились. Татьяна Фридриховна за обедом каждому из вас вручит, чтобы нам уже журналистов не ущемлять и их в временном пространстве. Вот. Ну и точно так же Татьяне Фридриховне отдаю свои визитки для того, чтобы вот, был вопрос, как мы дальше будем действовать. Есть визитка, есть электронный адрес. Пишите, будем, значит, с вами сотрудничать. Спасибо большое. Конечно, спасибо большое всем за участие. Безусловно. Сейчас Лариса Николаевна. Спасибо. Ну и я просто от лица организаторов, от лица Удмуртской Республики, всех наших, наверное, здесь участников этого семинара, хотела бы поблагодарить еще раз всех наших гостей, а также вообще, в принципе, весь семинар, весь состав семинара, за то, что, в общем-то, такие где-то выходные дни попались, те, кто работал уже на семинаре координаторов. Вы свое, в общем-то, личное драгоценное время посвятили очень важным вопросам. И я бы вот что хотела сказать, наверное, это не в рамках рефлексии, а хотела бы просто сказать о следующем. Здесь был участник семинара Габдуллина Анна, вы ее все знаете, она выступала координатором одной из групп. В общем, у Анны было тайное задание на этом семинаре. Я сейчас нас выйду. У Анны было тайное задание, в общем-то, держать в поле зрения все абсолютно проекты и всю работу ребят, которые здесь работают. Быть, то есть, в содержании, понимать, вникать в содержание всех проектов, которые здесь презентуются. Почему? Если уж мы заявили в самом начале о том, что мы претендуем на звание ресурсного центра, то мы должны, если А сказали, то Б надо говорить, да? Поэтому мы сегодня с Анной говорим следующее. Вот все проекты, которые здесь были, я предлагаю, то есть не то, что предлагаю, а предлагаю Ане, на себя беру ответственность координации всех этих проектов, уже как ресурсного центра Приволжского федерального округа. Я хочу, чтобы вы еще раз посмотрели на Анну. Анечка, встань, пожалуйста. В Миннации Удмуртской Республики именно она будет выступать в качестве координатора. Я хотела бы еще раз вам представить Татьяну Петровну Федорову. Танечка. Татьяна Федорова. Она в Доме дружбы народов ведет как раз, отвечает замдиректора Дома дружбы, которая отвечает и ведет именно содержательные этнокультурные вещи. Поэтому в Доме дружбы, скорее всего, это она будет координировать всю эту работу. И поэтому я предлагаю следующее. Завтра уже или сегодня уже, я знаю темп работы Анны, поэтому я думаю, уже сегодня ВКонтакте, в Фейсбуке появятся группы ресурсного центра Приволжского федерального округа Ассамблеи народов России. И Анна первое, что сделает, я думаю, забьет информацию, ту, которая на сегодня есть уже по нашему итогам нашего семинара. И я очень вас прошу, вернувшись домой, найти эту группу и разместить там свои мысли, свои идеи, свои фотографии. То есть уже сделать такой практический шаг к работе ресурсного центра Приволжского федерального округа. И я очень надеюсь, что у нас вот эта пока еще группа в соцсетях вырастет до нормального информационного портала, ну и до реальной нормальной работы. Ура! Аплодирую. Я хотела Ларисе Николаевне задать вопрос, а вообще вот эти проекты как найдут отражение в деятельности министерства? Она, видите, все сказала, даже без вопроса. Спасибо большое. И я хотела, как раз, не знаю, что будет говорить Лариса Николаевна,
попросить Анну. Мы сейчас, как вы помните, мы издаем сборники методических материалов по итогам каждого семинара. То есть начиная с выступления главы республики, Зорина, Мусина, всех наших гостей, которые выступали, даже те, кто не выступил, а готов был бы, да, вот Юрий Васильевич Самара, готов рассказать об опыте работы Ассамблеи народов Самарской области или Татарстан. Значит, этот сборник, поэтому, Анечка, собрать все данные со всех субъектов, все выступления. Кроме того, вот помимо тех проектов, которые вы сформировали в рамках работы нашего семинара, у вас уже реализуются проекты, направленные на единство российской нации. Поэтому просьба то же самое, по определенной форме направить Ане все эти проекты для того, чтобы в качестве обмена опытом, тиражирования лучших практик, ваши проекты попали в этот сборник, потому что мы сборник размещаем на нашем сайте и отправляем по всей стране. Спасибо вам большое. Ну что, я думаю, что на этом наш семинар завершен. Спасибо всем, кто приехал. Всем приятного аппетита. И поблагодарим еще раз Веру Константиновну и Дмитрия Борисовича.